еще? Нет, чуть-чуть. Вот так выглядела нога пострадавшей сразу после укуса гадюки. В больницу 65-летняя женщина поступила с отеком ноги, сильной аллергией и болью. Кроме этого, трудно было дышать. Лишний раз вспоминать об этой страшной истории женщина на камеру не захотела. Ее сразу положили в реанимацию. Состояние оценилось как тяжелое, нестабильное. Одышка усиливалась. Была проведена интенсивная терапия. Была введена сыворотка против укуса яда гадюки. Все произошло в лесу во время сбора грибов. После укуса она пошла домой и приложила холодное к месту укуса и перевязала ногу выше раны. Чего делать категорически нельзя. Есть риск образования тромбов. Как вы себя сегодня чувствуете? Более-менее получше. Отек еще спадает. Нога, которую укусила гадюка, все еще в гематомах. Врачам понадобилась неделя, чтобы стабилизировать состояние женщины. На данный момент пациентка находится в отделении терапии. Состояние пациентки стабильное. К концу недели планируем уже на выписку. В дальнейшем сохраняется у нее покой в течение как минимум 2 недель. Потому положение лежа, нельзя ходить. Это уже второй случай за последние 2 недели, когда змея нападает на человека. Ранее от укуса змеи пострадал подросток в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу Альметьевска. Сейчас его состояние стабильное. Он получает необходимое лечение в стационаре. Тварь такая. Эту гадюку обнаружили рабочие строительной базы Нижнекамска. Она едва не напала на одного из сотрудников. Как говорят специалисты, в Татарстане обитают 4 вида змей. Гадюка, степная, обыкновенная, уж и медянка. В жару они становятся наиболее активными. Змеи обитают практически везде. Можно встретить и в лесу, на полянах, на вырубках, на гарях, на болотах. А также можно в лугах встретить, особенно близко к водоемам. За последние 3 года в нашей республике зафиксировано 36 случаев укуса змеи. Летальных не было. С начала сезона от укуса ядовитых змей уже пострадали 7 татарстанцев. Главное в этом случае – правильно оказанная помощь. Выпить постепенно около 1,5–2 литров воды, потому что отек нарастает очень быстро, и объем циркулирующей крови может осесть в месте укуса, и будет жизнеугрожающее состояние, как падение артериального давления. Выпить таблетку антигистаминного препарата. Не хожу в лес, так и остерегаюсь. Страшно. Боюсь я их. Вы в лес ходите сами? Ходим. Ягоды собирали, ходили вот. Змей не видели? Нет, не видели змей. По словам экспертов, змеи никогда первыми не нападают на человека. Поэтому, отправляясь в лес, нужно внимательно смотреть под ноги. Если знаете, что в ваших краях обитают змеи, то обязательно нужно быть в резиновых сапогах. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны, Нижнекамск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.